Антибиотики могут как вернуть к жизни, так и привести к смерти. Не зря эти препараты начали продавать по рецепту. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Лилия Родионова, заведующая отделением для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя Республиканского противотуберкулезного диспансера, врач-фтизиатр. Лилия Максатовна, здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, это один из таких вопросов, которые сейчас очень многие задают, когда им в аптеке не продают антибиотики по рецепту. Вот первый вопрос. Давайте объясним уже доступно всем и каждому, почему эти препараты отныне продают исключительно по рецепту. Ну, как гласит первая заповедь медицины, не навреди. Я абсолютно согласна с тем, что все антибактериальные препараты сейчас продаются только по рецепту. Непонимание нашего общества говорит о том, что люди не понимают, для чего они принимают антибактериальные препараты, как правильно их применять. Это и ведет в основном к антибиотикорезистентности. Что такое антибиотикорезистентность? Вот вы о ней только что говорили. Вот само, конечно, по себе понятие уже звучит страшно. А вот в реальности насколько оно страшно? Ну, получается, многие антибактериальные препараты, которые мы использовали ранее, они сейчас неэффективны, ввиду того, что бактерии могут уже подавлять действие этого антибактериального препарата или же полностью нейтрализовать препарат. То есть фактически я правильно понимаю, что бактерии приспособились к этим препаратам? Да. Это страшно? Да, потому что этот антибактериальный препарат он больше не будет действовать в процессе лечения. И тогда нам придется назначить более новый препарат, но который обладает более токсичным действием на организм человека. Но ведь у нас такие сейчас очень сильные умы, ученые очень хорошо работают, да, такие высокие достижения. Каждый сейчас зритель, я уверена, скажет, мы наверняка придумаем другой антибиотик. Хорошо, мы будем придумывать так каждый раз новые антибиотики, а далее, в конечном итоге мы останемся практически без антибактериальных препаратов на тот момент, когда он нам действительно нужен будет. Потому что, допустим, даже тот же самый антибактериальный препарат, который мы использовали лет 10 назад, он сейчас стал неэффективным. Почему? Потому что люди принимали его бесконтрольно, то есть покупали не по назначению врача, использовали его не по рекомендациям. Особенно ошибка главных пациентов в том, что при наступлении какого-либо улучшения производилось прекращение приема препаратов. Кстати, основной причиной развития антибиотикорезистентности и является бесконтрольное применение этих препаратов. То есть если антибиотики резко перестать принимать, даже если ты берешь это вот именно, ну так уж получилось, что ты их приобрел как-то, и если их нужно принимать определенное время, правильно Да. понимаю? Ну, минимум 5-7 дней – это самый минимум. Люди начинают чувствовать улучшение где-то на 3-й день, прекращают принимать, и тем самым они формируют у себя устойчивость к этому препарату. То есть в следующий раз, когда они захотят вылечиться этим препаратом, не факт, что он ему поможет. А если поможет? То через раз уже не факт. Через раз, да. То есть там, получается, есть определенный титр, когда антибактериальный препарат, допустим, в первый раз он помогает 100%, в следующий раз, если он прекратил прием раньше срока, титр, соответственно, уменьшается. То есть, ладно, он поможет в этот раз, в следующий раз уже нет. Лилия Максатовна, расскажите, как у нас сейчас обстоят дела в Башкортостане. Я понимаю, что у нас не так давно начали продавать антибиотики по рецептам. То есть это буквально пара-тройка лет, как мне кажется. И вот помогло ли это? Вот какова сейчас статистика? Ну, вообще об антибиотикорезистентности... Но она не имеет какой-либо региональный характер, потому что миграция населения, перенос некоторых инфекций животными не дают удержать картину именно антибиотикорезистентности на одном уровне. Если мы говорим, какой сейчас уровень именно в Башкортостане, то мы имеем право сказать, какой уровень во всем мире. Соответственно, уровень контроля антибиотикорезистентности
передается больше на научно-исследовательские центры, потому что именно они занимаются данным вопросом. Ну вот вы говорите о том, что об уровне антибиотикорезистентности мы не можем говорить именно на региональном уровне. Но, насколько я понимаю, в зарубежных странах антибиотики перестали продавать свободно гораздо раньше, чем, например, у нас в России. Ну, согласна с этим, да. Но при этом все-таки, я думаю, научно-исследовательские центры более четко скажут, ну, дадут ответы на данный вопрос. Как можно избежать антибиотикорезистентности в целом каждому? Вообще все препараты антибактериальные должны назначаться только врачом. Не требовать от врача, если он не видит какой-либо необходимости, тот или иной антибактериальный препарат. Производить своевременную вакцинацию, элементарно мытье рук, гигиена питания, ну и избегать контакта с инфекционными больными. Насколько сейчас актуальна антибиотикорезистентность именно в нашей республике? Как найти именно тот антибиотик, который подействует? Вообще вот были такие вот безнадежные случаи? Ну, вообще актуальная проблема, она по сей день. Заболевания, которые вызваны именно резистентными штаммами бактерий, они очень опасны. И стандартная тактика не подходит для данных заболеваний. И появление, получается, супербактерий, это микроорганизмов, устойчивых к нескольким антибактериальным препаратам, значительно осложнило лечение многих заболеваний. Например? Допустим, того же самого туберкулеза. Потому что именно, если уж говорить о туберкулезе, мы подразделяем, то есть устойчивость, если бывает монорезистентность, множественная лекарственная устойчивость при ШЛУ и широкая лекарственная устойчивость противотуберкулезным препаратам. И это в зависимости от количества антибактериальных препаратов, то есть наличия устойчивости. Вот мы уже, в принципе, показательно с вами касались этого вопроса. Мы говорили о том, что антибиотики, ну, первая самая рекомендация – применять антибиотики по собственному желанию нельзя ни в коем случае. Нет. Какие еще есть рекомендации? Вот как быть, например, вот нашим телезрителям? Соблюдать кратность, режим дозирования, то есть все предписания, которые выписал врач, не прекращать раньше срока приема антибактериальных препаратов. Ну и, конечно же, при появлении бактериальной инфекции немедленно идти за медицинской помощью к специалисту. Лилия Максатовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, почему антибиотики просто так принимать нельзя, что это действительно очень серьезный препарат, который, кстати, на заре его становления лечил очень серьезные заболевания. Правильно понимаю? Да. Как только изобрели антибиотик, он просто в считанные дни вылечил, например, такое серьезное заболевание, как сифилис, верно? Да. А сейчас уже такого вот так просто вылечиться от этого заболевания не получится. Ну и вообще от любого заболевания. Особенно если есть, конечно же, устойчивость. Поэтому этот препарат просто так, в широком применении, лучше не использовать. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Сегодня в гостях у нас была Лилия Родионова. Это заведующая отделением Республиканского противотуберкулезного диспансера, врач-фтизиатр. Спасибо, что были с нами.